Так и до тахикардии недалеко. Не мудрено ли. 8 лестничных пролетов по вертикали с правом на передышку. Жильцы 5 многоквартирных домов в селении Яндари вынуждены бить тревогу. Их лифты не работают с прошлой осени. Кто виноват в этой напряженной для здоровья ситуации, разбирался Зелимхан Калоев, ему слово. Ежедневное совершенствование, физическая форма, причем не по своей воле. Все дело в том, что здесь, в микрорайоне Новый, в селении Яндари, не работают лифты. Мамы с детьми и пенсионеры поднимаются пешком к своим квартирам. Восхождения на 8-й этаж даются не так просто. К примеру, вот этот молодой человек, который захотел остаться неизвестным, всегда предпочитал нижним этажам верхние. Но время, а точнее неработающий лифт, способны в одночасье поменять привычки. Теперь у него, как, впрочем, и у большинства жильцов, другие мерки престижа. Чем ниже, тем лучше. Серьезный причин у подъезде кача подъезде бахкинах бы бер шорты. باقي أو تشخنجوسون بيحماجي كخش حات قوي مترميش حات قوي четвертый, пятый этаж, باقي лифт еще по сей день хасогужат. А вот Рашиду Илиеву покорять высоту не приходится. Нужно преодолеть пешком всего лишь пару лестничных пролетов. Его квартира находится на 3-м этаже. Переехал он сюда год назад. Ему повезло больше остальных. Но от этого легче не становится. Наблюдать за происходящим неравнодушно не получается. Ладно, я на 3-м живу. Я 8-й этаж, децибел, могу жить, я хочу. Здесь мы сами скидываться здорово. Это во-первых. Во-вторых, на 8-м этаже женщины живут. С канистрой биек, лакет ухш. Что деятельность, огол дурваш. Некоторые и вовсе не выходят, любуются лишь видом из окна. Жильцы 5 8-этажных домов остались без пассажирского лифта осенью прошлого года. И дело тут не в поломке. Лифты в рабочем состоянии. Отключила их управляющая компания, объясняет свои предупредительные действия отсутствием необходимых документов о диагностике и эксплуатации. А это значит, что высока вероятность несчастного случая. Эти документы нужны были для того, чтобы, значит, ввести эти лифты в единый федеральный реестр лифтового оборудования. И это есть первый допуск, соответствующий для эксплуатации, допускающий эксплуатировать эти лифты. Я до этого времени, значит, приглашал сюда лицензированные, специализированные организации по обслуживанию лифтов. 2-3 организации было уже. И каждая организация, они тоже их тоже надо найти, там, да, предложить им, пригласить их, там, встретиться, поговорить с ними и так далее. Вот, каждый из них там, время это занимает. Значит, одна организация отказалась, нет документов, не можем. Я думаю, ладно, подождем, посмотрим. Я параллельно пишу везде, обращаюсь. Вторая организация также, 2-3 организации в отказ пошли, нету документов у тебя на лифты. Я уже начал вникать, насколько это серьезный вопрос, отсутствие вот этих документов. Микрорайон Новый открылся еще в 2015 году. И из-за, казалось бы, несущественной детали лифты по-прежнему простаивают, а люди ежедневно занимаются кроссфитом. Как говорят в управляющей компании, виноваты подрядчики и монтажная организация. Речь идет о 2 – «Мальтез» и «Оригинал». После коллективной жалобы в надзорные органы комиссия призвала к ответу. Первые кадры любительской съемки с обещаниями быстро попали в соцсеть. Стоит 2-3 дня, да, ты говоришь, лифты займут? Да. Все, 2-3 дня. Вот застройщик, да, вот перед комиссией, да, дает слово, что 2-3 дня запустят лифты дела Яндали. Это говорит представитель подрядной организации «Оригинал». Они обещали решить проблему ровно через 3 дня. Прошло 46. На их учете только 1 дом. Дозвониться до них не удалось. А вот в строительной компании «Мальтез» ситуацию прокомментировали. На их учете состоят 4 из 5 многоквартирных домов, где не работают лифты. Смотри, мы там паспорта им передали уже. Значит, до этого там 3-4 компании менялось. Никто на себя там вот эту функцию обслуживания лифтов не брал. Конкретно не было, нет. У нас подходили, мы вызывали этих самых монтажников, которые работали по монтажу лифтов. Они приходили, устраняли замечания, но они тоже вечно ходить не могут там просто так. А вот эту документацию, да, вот декларацию, вот, которая необходима, нам сказали, что паспорта передали вы, да, но они говорят, что вот по закону они имеют право, они не подлежат эксплуатации, если отсутствует у них именно декларация. Ну, вот, смотрите, это вот
это последнее время, 2-3 года начали требовать эту декларацию. До этого не требовали. На момент ввода эксплуатации этих домов эти декларации не требовали. Мы-то, заказчик не потребовал, соответственно, и монтажник не предоставил. Но время вышло, но эта монтажная организация, она сама собиралась эксплуатировать эти лифты. Они выходили не раз и на руководство, на администрацию, на мэрию, просили, чтобы с ними заключили договора, они сами собирались эти лифты обслуживать. Но с ними не заключили договор, но никто не собирался там собирать деньги, там же надо сбором средств заниматься. На тот момент, когда запускали, вот требований не было. Сейчас эта работа начали, там уже мы привлекли и компанию, которая там закупала эти лифты. Вот примерно так образно, сколько времени понадобится для того, чтобы урегулировать это все? Ну, я думаю, там это месяца полтора, вот так. Мне монтажная организация сказала, этот процесс пройдет, было это перед Новым годом, они сказали около 2 месяцев, это минимум. Ну, полмесяца уже прошло. В этом микрорайоне работают 2 управляющие компании. Как отмечают представители местной администрации, они со своей стороны сделали все, что могли, и даже больше. Финальный аккорд остается за подрядчиками. Очень тяжело, постепенно это все сдвинулось как бы с мертвой точки, но все-таки сроки исполнения вот тех обещаний, они желают, конечно, лучшего, требуют улучшения, требуют активизации этих действий. Потому что я понимаю, с какими проблемами сталкиваются жильцы многоквартирных домов, особенно те, которые проживают на верхних этажах. Тут лифты у нас установлены в 7-8-этажных домах. И, конечно, да, в день несколько раз подниматься на верхние этажи и поднимать, допустим, грузы какие-то тяжело. Но решение, это была вынужденная мера, и она была продиктована именно тем, чтобы обезопасить жителей от трагических последствий, которые могли бы произойти. Замкнутый круг продолжается уже почти полгода. Пока одни продолжают перекладывать ответственность на других, люди тем временем вынуждены физически страдать, наматывая изнурительные круги по лестнице. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.